Сегодня у нас повторная, вторая по счету презентация альманаха современной поэзии Удмуртии «Поэтап». Называется, собственно говоря, также альманах, как и наш штаб современной поэзии. Интересный момент, что книга была выпущена на деньги жителей Ижевска. В прямом смысле, то есть это была краудфандинговая или как краудсорсинговая, правильно, точно не знаю, компания. Люди скидывали либо сразу за подарочный выпуск альманаха себе, там 1500 рублей, в зависимости от желания там, мягкого или твердого альманаха, или какую, возможно, посильную сумму, после которой мы им скидывали всем цену при покупке уже альманаха в реальности. Произошло это в марте этого года, совсем недавно, но, как оказалось, вызвало достаточно большой резонанс. Книжка имеет, как и любая нормальная книга, идентификационный номер АСБН, и сегодня она тоже лежит по 16 библиотекам России, обязательными экземплярами, которые, в общем, если даже не разослали еще в Национальную библиотеку, то должны прислать обязательно, и вы сможете ее обязательно прочитать. Пахло мятой, терялась среди морей одинокой шхуной. У него был ларец, и ключ его был латунным. Орнамент лунным, а клад простым, предел святости — не считать себя ни апостолом, ни святым. Увидишь дым, да беги до пламени, согрейся в его объятиях. Посиди на бревне с его верной и дружной братьей, смейся в этот хребет, в этот контур, что вычерчен и скалист. Окуни себя в снопы горящих искр. Оно всегда было рядом. Оно было центр, ядро и Бог. Появлялось, стоило выбежать за порог. Со всех ног, как тогда, когда тебе было 6. И не стыдно было отважиться и залезть на высокое дерево, чтобы воочию увидать, что граница миров не стол, табурет, кровать. Горизонт не прямая, он зябок и дуговиден. Отвыкай. Отвыкай, пожалуйста, умирать. Ты еще ничего не видел. У него была миссия. Стек — это чильный камень. Оно ковало меня реками и руками. Я нашел его, проходя по сырому камню. И призыв его был яро неумолим. Оно пело мне песни, когда я бежал по лесу, свой 100-тысячный шаг, и полз по слепым отвесам, и вливало в зрачки мне вязью межзвездных фресок что-то об искуплении и любви. Теперь встречайте автора собственной персоны Анна Глухова. Меня зовут Анна. Моя фамилия Франк. Я уже как полгода на Принценгляхт сижу в заперти, в неволе за книжным шкафом. Наш дом стоит затопленным батискафом на улице холодного Амстердама. Живем 8: Ванда, Анны, Дюссел, мама, Маргота и папа. Скрываемся от гестапо. Вчера бомбили, похоже, что юго-запад. Вечернее марево слилось с снарядным пеклом. Оно было ярче солнца, затем померкло, наверное. Нам нельзя открывать здесь шторы. По радио вторят, война обернется скоро лишь пшиком, но она виснет, как меч Дамоклов. Стоит Амстердам, он голоден, наг, расстрелян. И мы здесь в убежище без году 2 недели. Снаряды летят, дрожит потолок и стекла. Но, в общем-то, все неплохо на самом деле. Едим, что приносят снизу: картошку, фрукты, капусту, бобы. Войны, в общем, нет как будто. Немного учебников, платьев, носков и туфель. По радио говорят о своих триумфах, но больше о бойнях из Африки и России. Мне душно и страшно, но я продержусь, я сильная. Меня не сломить ни голодом, ни измором. Однако, надеюсь, война завершится скоро, и мы не умрем в убежище, не сдохнем. Я выйду на улицу, небо утонет в охре, и ветер зовет мне волосы в шелк и кольца. Мне кажется, я 3 жизни не знала солнца и этого неба глубже морской пучины. Мы прячемся в доме. На это лишь 2 причины. Повсюду война, нацисты и фарисеи. И мы для них чернь и тина, ведь мы евреи. Тогда до войны порядок был тоже грозным. У нас на груди сверкали большие звезды, и нужно уж 8 было быть строго дома. Еврейские книги, церкви, район и школа.
Трамвай же вообще был чем-то для нас запретным, как будто бы мы не люди, а силуэты. В них можно стрелять насквозь, им не будет больно. Я очень скучаю по тем беззаботным школьным урокам и песням, когда мы сидели в классе и думали лишь о том, что у нас в запасе 3000 жизней, сотни дорог и весен, и все мы кудесники древних чудных ремесел, чей путь безосадочен, светел и долговечен. Тела всех моих друзей заполняют печи и кроют собой землю и полы камер. В убежище мир и время, и свет весь замер, но я не ищу с отчаянием встречи. Я много пишу, все больше дневник, но также немного рассказы всякие, сказки даже. Читаю историю, Библию, жизнь покажет, смогу ли я выковать путь свой стезю и рог. Мне хочется быть писателем, журналистом, не только женой и матерью. Я не пристань, что призвана вечно ждать. Мой корабль избран, и ждут меня солнце, небо, ветра, песок. Пока же хожу в уборную по секундам, почти не смеюсь, а плакать еще паскудней. Когда же уже настанет тот страшный судный момент, когда все сгорит или все пройдет? Мне нравится Петер. Мы часто сидим в мансарде и смотрим на небо, и тонем в небесные глади вдвоем в тишине, забыв в этом черном аде, что каждый из нас однажды в аду умрет. Когда в нашу дверь за шкафом войдет гестапо, из всех 8 останется только папа, других же нацистской грязной поганой лапой сгребет, перемолит, выпнет в дверной проем. Мы сменим 200 клеток в свинцовой раме, Освенцима, Берген-Бельзена, Нойенгамы, и даже не сможем вместе рыдать по маме, когда будем гнить от тифа с Марго вдвоем. Но все это будет после, не в этом теле. Я верю, что сбудется все, чего так хотели. Раскинулось небо, чистейшее из постелен, и в тканях его таится один секрет. Пока есть прибежище духу, оплот и зависть. И Петр глядит вот так, отрешаясь и плавясь, и небу не от края, хоть прямо иди, хоть в траверс. Нет страха и боли, и более смерти нет. Спасибо. В церкви. Статуя Ленина в церкви. Мраморный серый Ленин в церкви у самых дверей. Вот я иду в церковь. Молиться иду в церковь. Видно, хочу верить, как верит любой еврей. Вот я вхожу в церковь. Тут люди не молят Бога. Тут люди не верят в Бога, а в мраморный пьедестал. В него-то они верят, к нему-то они молят. А мрамор мольбам вторит и с каждым договорит. И прошлое он помнит, и то, что не прошлое, помнит. Так Ленин, стоящий в церкви, почти что вторичный бог. Ну, я подошла с вопросом, а кто тут его не спросит? Мол, Ленин, скажи, товарищ, раз ты теперь новый бог, а что же должна я делать? Как в равенство душу с телом, хотя ты в нее не верил, мне надобно обрести. И мраморный смотрит Ленин, и мраморный молвит Ленин. Одно лишь простое слово, простое свое – пиши. А что мне писать-то надо? Кому вообще это надо? И кто все читать-то будет? Раз Бог ты, то расскажи. А Ленин стоял и думал, а Ленин смотрел и думал, чего еще дуре надо? На все ведь уже ответил. Чего еще надо ей? И был до того расстроен, что вновь обратился в мрамор, что снова статуей замер и больше не говорил. Но если меня кто спросит, а нафиг вообще ты пишешь? Пишу, потому что Ленин когда-то меня просил. Это была Дарья Нестерова. Энергосберегающее солнце. Звезды не бывают энергосберегающими, дети не бывают энергосберегающими. Они отдают себя без остатка, ни о чем не жалея, ничего не утаивая. Но если у тебя энергосберегающее сердце, ты можешь продержаться довольно долго, при минимальном потреблении энергии согреть или даже ослепить кого-то. Свет может быть белым, магнитным, ярким, но если не весь, то это сразу видно. Боится остаться ни с чем,
способный на большее и ставит фильтр. Береженного Бог бережет, говорила лампа дневного света. Но звезды ее не слушали, и дети ее не слышали. Вопреки законам физики скакали выше головы. Такая мудрость годится для подвала или пособного помещения. Планету скупым лучом не согреешь. Большие дела не проходят без риска. По самому понятию энергосберегающее солнце лишено всякого смысла. Солнца не бывают, ветра не бывают, реки не бывают такими. Это Юрий Бражник, и сейчас вы тоже увидите его лицом к лицу с вами. Сосны тянутся вверх бок о бок, разрастаются вширь в одиночестве, продолжают падать шишки, продолжают радовать непрерывной жизни. Неистребимое воинство наступает мягко и плавно, так неотвратимо, что я расслабился и засмеялся. Здравствуй. Люблю деревья и камни. Так просты и естественны, так однонаправленны. Не делают ничего лишнего, выкладываются по полной, заслуживают большего уважения. Вечерние животные. Выходишь на лесную дорогу, бурундуки в рассыпную, белка на суку стрекочет бдительно. Только заяц смелый отвернулся и глядит в чащу волка. Познал искусство маскировки. На закате воздух красен и немного золотисто. Ветер больше не треплет верхушки сосен. Мирно погружаются во тьму предметы, оставляя глазам силуэты, чтобы набраться силы для нового дня и встретиться с солнцем лицом к лицу. Перемешаны города, раскиданы по клеткам тела. Нет, я не еду в Россию, а едешь куда? Из Тересполя в Брест. Смело. У меня безязычие, у меня безголосие живота. У меня в животе маленькие удмурты, кот без хвоста, сито без решета. Через границу люди везут продукты, напротив цыганские дети сидят гирляндой. Поезд Тересполь-Брест, 2 таможенных пункта. А я сердце везу контрабандой. Беларусь шелестит каштанами, приглашает и ждет. Кто-то играет с картами, кто-то играет с странами, кто-то сидит с цыганами, кто-то пьет. Нет, я не еду в Россию, а едешь куда? У меня в животе удмурты, у меня безголосие живота. Это были стихи Ани Репиной. Много не срывается пудем. Где как танцует и кутяночка моя под медлячок, чтобы ты заплакала. Воп, героин, она уж льется вселенский заговор, уши плещет ушаты помоев, а в глазах плиты барабаны. Остается махнуть рукою и вернуться в туманы предбанника. Катакомбы и лобых корней, где же ваш муравьиный принц? Он ушел, а со мной в череде этих дней. Мусорье, ноутбук и сфинкс. А на сцену приглашается Богдан Анфиногенов, чьи стихи сейчас прозвучали как раз из спектакля «Русский поэт». Это партизан Богдан Анфиногенов. Я мало что пробовал, я жив только лишь от того, что я трус. Не знаю, какая свобода на вкус, я мало что пробовал. Но, если есть возможность бежать, то это мой плюс. Я сижу, упираясь в тетрадь, и это мой минус. Я не то чтобы рус, и не то чтобы рыж, и немного раскос, редкобров и печален. Я удмурт по крови, и постолка, и иш. В детстве мне очень долго об этом молчали. Да, я жив только лишь от того, что я трус. Мы меняемся, нам остается тропинка к обрыву. У меня есть возможность по ней пробежать, и это мой плюс. В нас еще много пороха, и я готовлюсь ко взрыву. Ничего не происходит, происходит все. И в подземном переходе есть стихи Басё. Я всегда от всех скрываюсь, я дрожащий червячок. Просто безымянный палец. Вы ответите, и чё? Я сгорбился, я скривился и сижу, пишу. Слов ненужных кися-мися, это мой маршрут.
Вы не знали, мы же все же делаем историю в этом мировом манеже, в этой аудитории. Ты, читающий эту тетрадь, ничего я тебе не советую. Ты же выучился читать, ты же прямо зависишь от цвета. Нет, тебе не нужны советы. Жизнь как одна эмоция, цвет как фантазия глаза, психика биосоцио, то, из чего я связан. Присмотрись, мы просто обезьяны, с кучей добавок, примесей. Поднимаемся в горах, ползем из ямы. Все равно мы лишь собственный вымысел. Я знаю, я вроде бы чувствую. Джикья от слова джикыт. Считаю великим искусством аккуратный удмуртский быт. Аккуратно уложена скатерть, и на ней аккуратно узоры. И подушки на старой кровати аккуратно лежат, словно горы. Связки лука висят, словно косы златовласой какой-то богини. На тускнеющих бревнах киноса аккуратно засечены линии. И неважно какого достатка, сколько связей твоих и денег, если нет в твоем доме порядка, то удмурты тебя не оценят. Не оценят, какой ты богатый, не оценят кричащую речь, не предложат тебе пресноватый, простоватый, но вкусный камеч. Для меня в этом суть удмуртского, то, что вряд ли возможно исправить. Если пьешь хоть бутылку ламбруска, но пустую на стол нельзя ставить. Невозможно так взять и представить, что душа у меня распахнется. Нет, она, чтобы сберечь свою память, в аккуратный комок сожмется. Так сожмется, что выжмет слезу. Вместо точки поставит тире. Вспомнив, как в громовую грозу скажет бабушка «Остань, море». Ты со мною джикья воршуде, ты со мною уча воршуде, ты со мною пурга воршуде, с вами в мире и мне не пусто. Ты со мною гондыр выжие, ты со мной пислек выжие, ты со мной пегащья выжие, и я знаю, я вроде бы чувствую. Посреди огорода бак, ну а в баке, видать, вода. Я, наверное, тогда был дурак, вероятно, я был им всегда. Да, походу, все так и есть, и по сути все будет так. Посреди огорода жесть, посреди огорода бак. Моя родина старый барак на окраине Малой Пурги. Я, наверное, тогда был дурак, изучавший советский гимн. Помню цвет сигаретной фольги и пленительный вкус БП. Если б я родился другим, то, возможно, убил бы всех. Я портвейном сухим пропевал эти яркие быдло ночи, и мой велосипед застревал твердой шиною между кочек. Деревенского вечера дым, ветер в поле, а в поле мотик. Когда был я совсем молодым, диджей Дождик звучал, как наркотик. Ну, и в конце вариация на стихотворение Кузибая Герда. Мы постим и постим, а лайкать поспеют за нами другие. С радостью вступят в группы крутые. Мы постим и постим. Наши репосты слова взойдут на страницах хэштегов стеною. Будут пестрить в вашей ленте волною наши репосты слова. Мы постим и постим, а лайкать поспеют за нами другие. Может, комменты оставят смешные, может, захейтят посты благие. Пусть мы постим и постим. Не снится маленький кораблик, блаженны те, кому не снятся. Не снятся больше и не снились фрегаты, полные морей. Кто не выращивал деревья, кто не лепил из пластилина, кто не любил глухую осень, кто вовсе, может, не любил. Я разговаривала с березой, она сказала мне про лето. Сказала, лето не бывает у тех, кто вымолил весну, у тех, кто видел пилигримов и не ушел за ними в полночь, у тех, кто выменял на мелочь с руки последнее кольцо, у тех, кто прячется под крышей, у тех, кто прячется от солнца, у тех, кто прятать не умеет, под стекла маленький секрет. Я замечал на перекрестках людей, не знающих, где море, куда идти и как держаться, кого им за руку держать. Они смеяться не умеют, они пропахли гуталином, они уходят в послезавтра и не решаются уйти. Не снится маленький кораблик, не снится маленькое лето, не снятся те, кому не снятся фрегаты, полные морей. Не снится маленький кораблик, не снится маленькое лето, не снятся те, кому не снятся с парящих висельных петель. Поэт сегодня тоже не появился. Это Катька Растегаева, Екатерина Растегаева, как вы слышали, знаете. Современным поэтом, решившая стать восьмиклассница, выходит к доске на уроке литературы. Вы, говорит, беспонтовое быдло и вообще не классное.
Я, говорит, пророк и вообще культура. Надо отметить, что восьмиклассницы в нашем обществе как Удмуртия, как героин в Удмуртии, дешево и сердито. В плане поэзии, разумеется. И вообще они как Удмуртия. Рыжий, энцефалит, озеро Кацит. Зачеркнуто, Ижевский пруд. И вот стоит она такая вся из себя. Симулякр, симулякр, смерть автора, Пригов. А надо понимать, класс обычный, человек 25, максимум 26, с математическим уклоном. И вот одноклассники сидят такие в очках, в брючках, в пиджачках, а она у доски в джинсах. Я, говорит, не такая, как все. Я мечта любого литературного критика, мэтра или принца. Вот они приедут ко мне домой все втроем и скажут: какая ты поэтесса, пишешь такие стихи. И заберут меня с собой в Литинститут или Союз писателей, еще неизвестно. А я в машине такая: да ну вы что, я не поэтесса, поэт. Они кричат про Ахматову, Цветаеву, больше я не читала. Литературный прогресс, гениальность, и дальше не разобрать. А потом я выйду замуж за принца. Напишу ему сборник, собьюсь, нарожаю детей, воспитаю Бродского, потеряю принца. В общем, все решено. Я поэт. Одноклассники хлопали, парты гремели, и только учитель литературы, сидя на стуле, крестился и прочитал: современная поэзия умерла. А вы почитайте-ка Завгороднего. У всех есть дети. Это хорошо. Они живут в землянках и вигвамах. Еще живут, бывает, на деревьях. Еще они живут на чердаках. Еще они такое что-то знают про снег и свет, когда начало марта, и в деревянных бабушкиных окнах и лед, и солнце, и слезящееся небо. Смотри в себя, как смотришь телевизор, попристальней, что ли, и увидишь, твои смешные внутренние дети ушли куда-то, может, в темный лес. Они ушли, забрав с собой крыжовник, песочные часы, цветные стекла и странное то слово «готовали», которое у нас во всех шкафах лежало, и его они забрали. И баржу деревянную из бочки, калейдоскоп, и верный твой фонарик, и поплавок из птичьего пера. И вот они идут по перелескам, идут себе, свистят свои свистульки, на колоски нанизывают землянику и место выбирают для землянки. И если ты сейчас поставишь точку, то будет очень коротко и честно. Поставь же точку, выходи из круга и говори: не поминайте лихо. Герман мне разрешил прочитать еще одно стихотворение. Ирина нам разрешила прочитать еще одно. Спасибо, Ирина. Герман говорил, что спектакль «Иштепет» будет представлен одним стихотворением. Нет, двумя. Эти стихи тоже из спектакля «Иштепет». Ты знаешь, время не виновато. Не виновата эпоха, не виновата страна. Облака проплывают, облака похожи на вату. У облаков разные имена. Вот облако Лена, а вот облако Настя, а вот Михаил. Не забудет свой первый бой, ставший последним. Ему было тогда 18. Черное небо стояло над головой. А это облако мама чья-то, Людмила. А это облако папа чей-то, Андрей. Столько людей облаков над нами проплыло, разных таких неведомых кораблей. Вот это Максим. Умер от рака мозга. 40 лет, карьера, сын поступил в институт. Тоже стал облаком. Вроде как ближе к звездам, но все еще ждет поездку на страшный суд. Облако Саша, и рядом с ним облако Таня. Оба
От старости просто. Не что-нибудь. Все облаками станут. И над городами, материками продолжат свой млечный путь. Люди твои, облака твои проплывают. Мир с высоты посмотришь, он детский такой. Бабушки Нина с Мариной и тетя Валя. Помаши им рукой. Помаши им сейчас рукой. Ирина, спасибо большое. Ирина Кадочникова на этой сцене. Все, наконец-то я смог совладать ситуацией. Спасибо. Здравствуйте. Реанимация. Представь себе, такие вот дела. Ты существуешь, но идешь на убыль. И свет едва касается стола, и снова отступает в темный угол. И говоришь себе, я вроде есть, покуда оставляю отпечатки на клавишах, и мир огромный весь в едином фокусе твоей сетчатки. Но зрение тебя уж подвело, предметы размываются, детали неразличимы более, стекло холодное, и вектор вертикали сменяется горизонталью, снег сначала падает легко и глухо, потом становится болезнью век, потом вообще каким-то странным пухом. Потом ты ничего не говоришь, ни Господу про тягостные числа, ни воздуху, когда такая тишь, слова как будто не имеют смысла. Но вдруг, не знаю, из каких реторт, соединительных небесных тканей, взрывается твой четкий септ-аккорд, и бьется на стекле твое дыхание. Песок. И стоишь ты такой, не автор и не герой, человек, на работе наживший свой геморрой, полуробот, сонная муха, функция, фиг пойми, как нормальные люди становятся полулюдьми. И живешь ты, себя не помня родства, забываешь милые лица, теряешь слова, и тебя накрывает огромный черный песок, и когда ты пишешь, он проявляется между строк. И песок незаметно прошел сквозь твое окно, и погасло окно, и стало в окне темно, вместо вечного света включился внезапный мрак, а песок все шел, не прекращался никак. И песок напомнил дом твой до потолка, там осталось немного воздуха, 2 глотка. Впрочем, этого хватит, чтобы сказать «люблю», и песок отступит, а я все не говорю. Дорогой, уважаемый, это сердце мое в виске, но письмо не движется, и стою я по горло в песке, а песок идет прямо с неба, прямо на нас, из неведомых черных дыр, из Господних глаз. Когда сентябрь наполовину пуст, он превращается в кленовый хруст. Повсюду ходят-бродят сквозняки, твои мне телефонные звонки. Твоя километровая вода не исчезает больше никуда, и чувствуешь себя не то что ноем, но обретаешь зрение иное. На этот мир, на тонущий свой город, и ждешь таких единственных повторов, невероятных, слишком корневых, растущих из деревьев вековых. Товарищ, или верь, или не верь, откроем окна и входную дверь, да будет дом наш утлый батискав, как говорится, смертью смерть поправ, поскольку мы, родные и чужие, когда-то тоже были неживые. И вот теперь, сквозь 20 тысяч лье, все возвращаемся в свое небытие. Когда ты вроде бы сказал все то, что мог сказать и городу, и миру, косноязычно, просто, от и до, за всех сказать, и милых, и немилых. Когда ты пуст, как будто чистый лист, ничем не тронутый, ничем не замутненный, остановись и заново родись, взгляни на этот мир непобежденный. Вот вся та жизнь, в которой ты горишь, весна, любовь, просроченные сроки, больная на всю голову эпоха, непредсказуемость хрущевских наших крыш, знакомые, сказавшие гудбай стране, под чьим бессмертно красным флагом мы выросли, в растаявшем овраге бомжары отмечают Первомай, и все плывет куда-то, города и улицы, и старые названия,
И множатся твои воспоминания с бессонницей, срастаясь навсегда. И ты стоишь в скрещении мировых событий, никому не постижимых. И всякий ангел пролетает мимо 2000-х, смертельных, роковых. Не говори, что нечего сказать. Шнапалан баже губы сквара, балкон кусачки мыльем летчины. Кинке рикша ичмарки вера, кинке сурадаса пуки кенем, турун кварчай начерсалас мусур. Губы сквара юишкомы моне, мусо пияж джигртыса кылбур. Пелям лыче, подем дурьосме, солоным дурьосыз бордылякем. Но мон сэмпие приставка пост, для клычко кыльёсборд. Парме постетна, постфутура, постневроз, поздерпальоз, кужильоз быча. Шишме постмодернизм, постудмуртьоз, пошко постпрыжьосы, посткам кужа. Мы встречаем на сцене Анастасию Шумилову, собственной персоной. Она тоже разъезжает по разным городам, но сегодня здесь. Спасибо. Я прочитаю авторский перевод этого стихотворения. Мы пили чай из трав, играли на кубызе. Удмуртку рисовал, ругая Мону Лизу, пост-этнофутурист. Курил табак домашний и составлял плейлист для выставки «Арт-пашня». Пейзажи в стиле ню. Читал стихи на водском, какую-то фигню рассказывал о Бродском. К словам приставку «пост» приклеивал постгуру, поствера, постневроз, постэtно, постфутура. Прекрасный новый мир, что ждет нас в устье Каму, он написал и стих. Играли барабаны, галдели все, а он сказал мне по секрету, что видел страшный сон, впадает Кама в лету. Еще одно прочитаю с переводом на удмуртском. Замлагать шозгондыр, но не лозмоне, ам мед. Эшмасаты роскатыс на лучтро ущозом ме. Сонил пуры улыш карас, кежетлеш вацкоз моне веталозу и вот йосас. Югыт тулыс вуэмен шуналоз лымы вань кырш, сить ножак кырепотос. Балазы джуцкоз барыш, век чудно пальпотос. Мыняса гондыручкоз, сошоры ох кыча шут, кишкалос, сое утес, шипыртос, будут. Перевод Александры Мышкиной. Замлагач, медведь шепнет и проглотит ом-ном-ном. Пусть зато до вешних вод будет спать спокойным сном. Пихта станет шелестеть там, где бурый ляжет спать. До весны меня медведь будет в снах своих качать. Снег растает, обнажит землю, мусор и помет. Грязь недолго пролежит, сквозь нее росток зайдет. Солнце выйдет на восток, песню жизни станет петь. Ты расти, расти, росток, бережет тебя медведь. Немножко из нового. Умываясь на рассвете, солнце ласковым лучом, одинокий грустный йети думает, что есть еще. В жизни смысл, и мурлыча, милая моя, под нос, он по темной чаще рыщет, слушая жужжание ос. Скребняком играет в прятки и пугается ежа, в мощные уходит пятки его нежная душа. Вечерами, засыпая под ракитовым кустом, встретить самку он мечтает, для нее построить дом, где у них родятся дети, и спустя десятки лет он уйдет, счастливый йети, на земле оставив след. Ведет влюбленный мальчик блог на глянцевом асфальте. Он пишет, что Арина лох и дура, что в разврате она погрязла, что пускай идет Арина нафиг. Он пишет про нее рассказ, он грезит о филфаке. Проходят годы, мальчик тот становится известным писателем. Он много пьет за русскую словесность, за музу. Если б не она, прощай, литература. А где-то там совсем одна грустит Арина, дура. Вот в зимней куртке неуклюж ждет человек трамвая. Он верит в март и жаждет луж, но снег не хочет таять. Ползет трамвай, все бегут занять получше место. Привычно изменив маршрут, трамвай увозит в детство того, кто дышит на стекло, рисует маму с папой, ручьи, жуков зеленых лов, лесных проталин запах. Конечное, проснись, малыш, ждут дома телек, ужин. Придет весна, ты побежишь, разбрызгивая лужи. Подарил тебе ребро, золото и серебро, а тебе я, милый, душу подарила. Ей, ему, любовь, слова, время, силы, нервы, ныне спорят два волхва, чья кровавее жертва. Как на праздничной неделе жертвы в сводках новостей.
Кашу ели, почву пели, старым серебром звенели, танцевали для гостей. Головы взамен просили, подносили в дар богам, по невинным голосили. Пусть провинции России вновь осудят Ватика. Он в тени Лангасара, клюквой почвуя народ, пряча в песнях шум и ярость, что-то помнит, водку пьет. Ну, чтобы повеселее немножко закончить. Кто виноват и делать что? Кто знает? Пушкин, конь в пальто. На вечное to be or not, какой герой ответ найдет? Как верно, творог или творог? Черт его знает или бог? Молчит на грядке хрен гния, скрывает тайны бытия. Спасибо. Привет. Александр Медряков. Сбитые ступни, ободранные колени, рваные кеды, голени в синяках, двухколесной педалью цепляется ступени, кол каравая, тетрайдер молока. Можно валяться в смятой с ночи постели, времени 9, в школу уже не дну, до выпускного 3,5 недели. Муха ползет по распахнутому окну. В мае свежо и сухо, если упасть в траву. Солнце просвечивает скоро сквозь крону. Из двухкассетника в сияющую синеву гудит гражданская оборона. Осень. Время устного счета. Загибаешь пальцы до чёда. Вот 13-й круг почета. Не хватает второй руки. Помнишь, как оно в круге первом с флейтой, шпротами и портвейном вчетвером наугад и верно. Всем статистикам вопреки. Время учит, пространство лечит. Раз уж вышло ставить на нечет, заебашьте так, чтоб диспетчер эту жизнь нам зачел за 2. Расшибайте свои экраны, заряжайте деки нирваной в 3 утра, пока спит охрана в рассудительной голове. Септембр. Ну, например, сентябрь, берег пруда, собачницы и утренняя гладь. Здесь мало что меняется откуда, и кажется, что можно подождать. До первой седины по меньшей мере, дорогу не переходя на бег, переходить в районе универа. Из красных вин предпочитать мальбек, из музыки, проверенный скукой, пикник и гимнопедии сати. По выходным с какой-нибудь подругой у входа в парк встречаться к 10. И прочее. Резиновая лодка, на волнорез, забитая пургой. Глядит в тебя внимательно и кротко и стынет колокольчик под дугой. Ну и, собственно, сам автор сегодня тоже здесь присутствует. Николай Евшин. Не автор это? Актер театра и партизан. Бурные аплодисменты еще раз, пока выходит Александр. И Александр, собственно, персоной. Здравствуйте. Сейчас я что-нибудь найду. Это не так просто, как вы думаете. Сидит мужик, пишет в чат. В ту ночь, когда ты был зачат, под одеялом в унисон пел я и мать твоя. И все. Сидит мужик и пишет в чат, в котором все давно молчат. Ни скобки правой, ни хера. Идет 4 час утра. Мужик встает, берет пузырь, плескает, нарезает сыр, сырой и липкий, как назло, и замирает над столом. Висит фонарь, блестит асфальт, пейзаж в окне нельзя назвать беззвездным. Юн и воспален стоит над миром скорпион. Бледнеет алая звезда у основания хвоста. Чтоб была я, теперь несет по тьме странный словопровод. Так долг путь и краток срок доставки 3 коротких строк, что остается лишь смотреть, как гаснет пасмурная медь, и знать, что утренний сигнал сопроводит ответ «Я знал». Сигнал. Смотри, сотри и не смотри. Ему сегодня 33. Сейчас я еще что-нибудь найду. Пишу тебе с южных склонов, где в полдень седой стеной из травы поднимается можжевельник, опаленный весенним огнем, сорокопалый и костяной. Где всякий пень с годами превращается в муравейник,
И со дна насекомых троп проступает после заката семизвездная соль ковша в синеющем янтаре. А на том берегу над лесом стоит рогатый. Пишу тебе из краев, не бывающих января, где шиповник подол сосны, где зеленое серебро полыни вплетает свой долгий дух в разговор цикад и барханием бабочек и стрекоз, где за линией горизонта и любопытный взгляд ничего не дочерчивает, где остров зеленым следом много десятков лет входит в рукав реки. Пишу тебе в мирный час, наступающий перед обедом. Силы мои скупы, мысли мои легки. Мне нечего рассказать. Закат наступит не скоро, но после придет рассвет. В его туманном огне здесь, на вершине, вокруг, проступают беззвучным хором все, кто бывал здесь задолго до наших дней. Можно я еще первый кусок из Морзянки прочту? Я так давно его не читал, я уже забыл даже что-то. Морзянка. Гибель хора в 6 частях. Часть 1. Агния. Октябрь. Начав сухим мальбеком, продолжив граббой и лафрой с одним достойным человеком, мы собирались по второй, с этой целью вышли в город. Я знал окрестные места, как он, таблицу Пифагора, то есть не дальше, чем до 100. А судя по беседе, было уже не менее 200. Мы говорили о Транквилле, Граппелле, Сенеке, Руссо и подобрались к Гизенбергу, но обнаружили ларек. Фемина отворила дверку, я старательно изрек: «Вы интересная чудачка. Я вижу феньку на руке. Бросайте свой «Жигуль» и жвачку, пойдемте с нами налегке. Вы посмотрите на погоду, то снег, то дождь, то хрен-те что. Вот этот пудель безбородый поможет вам надеть пальто, а я вам покажу дорогу. Пойдемте, будем песни петь». Она ответила: «Ей-богу, я задолбалась здесь сидеть, но гнида сменщица Олеся теперь торчит вон в том окне и не придет. Идите лесом, не бередите душу мне. Вы интересные ребята, особенно вот ты в плаще. Я такой была когда-то, да, проебала все вообще. И я паслась во время лона по впискам, хатам, гаражам. Теперь сижу и с телефона ночами слушаю чижа. А гнида сменщица Олеся, а график, а ассортимент, какие уж тут нахер песни, не спится вы, не спится мне. И мне не спится, погодите. Я дам вам адрес чувака, его зовут, короче, Витя. И у него наверняка в такую ночь народу много, и хоть какая-то тусня. Не то, что тут. Идите с Богом и помолитесь за меня. И мы лабазы обогнули. Именовали мрачный лес. Я был уже не Логовулин, когда открылась дверь в подъезд, и мы скакали, как сатиры, и прискакали на 7-й. И Витя вышел из квартиры, и мы вошли к нему домой. Дальше там очень много всего происходит, там реально много. И эпилог. Когда так много, вдвое больше впереди, подсрачник дай себе в дорогу, пробежки утренней не жди, иди, купи себе в магните на ужин хлеба, колбасы, поставь, достань из шкафа удлинитель, поставь чижа, убавь басы, садись к окну, смотри и думай. Зима сменяется весной, инь, ян, лесостепная зона к югам сменяется степной, а там вообще полупустынный. Малахов танцами на льду, лось волком, кола буратиная, переменит бог орду, шушары сменятся колонной, остяком сменится вагул, гражданский кодекс уголовным, караулом караул, и гнида сменщица Олеся сменяет Агнию в ларьке, и Агнии сменяют песню в единственном наушнике, питье сменяется едою, еда сменяется говном, говно травой, трава едою, круговорот, ном-ном-ном, земля, вертясь, меняет дату. Со вздохом смотрит в потолок печальный хипстер бородатый и сай чего-то пишет в блог в этой сумеречной пьянке. Все будет так. Исходу нет. Дроби ее, моя морзянка на точки, черточки и свет. Все, спасибо. Кстати, тоже одно из стихотворений, вошедших в спектакль «Ишь ты, поэт» молодежного театра «Где партизан». Я бы сказал, что это основа спектакля. Одна из краеугольных основ. Что говорю, ужас какой. Ну что ж, спасибо, друзья, большое. Это была презентация альманаха современной поэзии Удмуртии.